Это «Фокус внимания». Меня зовут Григорий Сабишев. Сегодня обсуждаем ситуацию с паводками в Казахстане. У нас в гостях депутат Мажилиса Сергей Пономарев, директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт и на связи по Зуму эколог Айжан Скакова. Сергей Михайлович, что происходит сейчас с паводками? Тема экстренная. Мы только что прибыли из западного Казахстана, я был в Уральске и объехал несколько регионов, южных, юго-восточных регионов. И что же мы видели? Вы знаете, мы облетели их, потом мы еще проплыли их на лодках, и мы проехали километров, наверное, 800-900. И я репортер сам, много лет на телевидении, знают меня мои коллеги, работали вместе на ГТК, на Хабаре. И много приходилось колесить и смотреть. Но такого я не видел никогда, когда степь до горизонта залета, и когда аулы оказываются вот в кольце водном стихии. Ну, это просто вот ножом по сердцу. Разные ситуации. Вот в одном ауле маленькая степная речка вышла из берегов. И огромные льдины, вот как вот этот стол, они просто вылезли прямо на центральную улицу этого поселка. Затор образовался огромный, хотя за 20 дней до этого были взрывы, взрывные работы велись. И, конечно же, люди, которые на речке, а люди селятся прямо рядом с рекой, это, конечно, ну просто недопустимо. Нужно же понимать, что рано или поздно пойдет большая вода и будет паводок. У них, естественно, дома промокли, намокли, были потоплены. А если учесть, что в западном Казахстане все строят дома из самана, то эти дома прямо садятся на глазах. Сараи, постройки уже развалились, а во многих мы видели стены отвалившиеся. Батарея прямо вместе тянет стену. Люди очень мужественные. Вы знаете, там, где вода сошла, такой тяжелый, холодный запах, печки все сломались, они вытаскивают, снимают ковры, там крагиус, двери и окна раздуло. Ну, в общем, тяжелейшая, крайне тяжелейшая ситуация, но местные власти делают все, что возможно. Вот в одном из аулов, Коржин, вода пришла там в считанные часы, 2,5 метра высота. Вот людей эвакуировали, 175 человек мы видели, живут они в школе-гимназии в райцентре, а около 130 мужчин остались в этом ауле, потому что там скот. Около 900 баранов погибло, я очень много видел скота, жеребят, барашков, телят. Около 50-60 голов крупного рогатого скота и 5-6 лошадей. Марина Вальдовна, такой вопрос. Получается, что сотни квадратных километров степи заснеженной, внезапно потепление, потекла вода. В этом году вот это потепление как-то особенно повлияло или это естественная многолетняя ситуация? Ну, наверное, начнем с того, что и осенью у нас выпало много очень осадков, что привело к значительному увлажнению грунта. Также те морозы, которые значительные были у нас, морозы наблюдались в течение зимы, они обусловили промерзание грунта. И уже в течение зимнего периода также у нас выпадали обильные осадки. И вот эти вот перепады, контрасты температур, да, они привели к образованию слоя льда в снежном покрове и на поверхности грунта. И все вот это вот еще и обусловило вот такую паводковую ситуацию. Ну, то есть имеется в виду, что это какая-то необычная ситуация в сравнении со средними за несколько лет, да? Как бы, знаете, вот этот прогноз на зиму мы и давали его, что зима будет теплая, осадочная и со значительными волнами холода. Поэтому как бы и на основании уже вот этих всех прогнозов и имеющихся факторов, которые я уже перечислила, это промерзание грунта, значительное увлажнение, перепады температуры, на основании этого Казгидрометом уже начиная с декабря давались предупреждения, что, то есть вот определены были те регионы, где высокий риск паводков. Я бы хотел спросить у Айжан Скаковой, эколога, с нами по Зуму. Айжан, здравствуйте, вы на связи? Здравствуйте, я на связи. Да. Айжан, ну такой вопрос экологический, как это влияет на казахстанскую экологию, или это естественные ритмы? А вообще я слышал такую теорию, что глобальное потепление, которое всеми обсуждается, оно приводит как раз-таки к большему увлажнению в центре континента. Получается, нам еще многие годы сталкиваться с нечто подобным. Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые зрители. Да, хотелось бы отметить, что у природы нет плохой погоды, и
Именно для природы это хорошее дело, это паводки благо. Но для людей, как вы видите, это значительный ущерб, угроза жизни и угроза вообще жизнеобеспечения. В этой связи хотелось бы отметить также значительный вклад природно-климатического фактора. И экологи, и климатологи меня поймут. И нельзя отрицать, что скорость повышения температуры это уже неумеренный рост, представляет собой, если за прошлое столетие мы наблюдали эту скорость от 0,8 до 1,5, то есть до 1,5 градуса по Цельсию, то сейчас эта скорость уже показывает высокую степень. Поэтому нельзя все-таки не согласиться с тем, что это и климатический фактор. Вся территория, которая была подвержена значительному ущербу и паводкам, это в большей степени равнинная территория. И, как сейчас сказал специалист Казгидромета, пик осадков пришелся на январь-февраль. При этом образовалась ледяная корка, которая не могла все-таки быстро растаять, да, то есть скорость снеготаяния никто не отменял, и куда деваться всей этой воде, и, соответственно, вот получилась такая ситуация при всем том, что норма превышена, норма осадков была превышена в этом году. И в этой связи, конечно, хотелось бы сказать, что все-таки прогнозы даются, но, наверное, после этих ситуаций, после такой масштабной чрезвычайной ситуации по всему Казахстану, нужно будет пересматривать системные меры, нужно будет больше смотреть и обращать внимание на прогнозы, на сценарии, в том числе с точки зрения адаптации к изменению климата. И нельзя все-таки не предусматривать и не учитывать климатического фактора. Ну, много вопросов связанных. Вот мы изучали зарубежный, международный опыт. У нас зачастую Министерство чрезвычайных ситуаций, именно вот передача называется «Фокус внимания», как раз вот хотелось сказать, что фокус внимания нужно смещать от ликвидации, от этих бесконечных отчетов об освоении средств, о том, сколько спасли людей, сколько спасли скота и жилищ, на именно предотвращение, то есть нужно отчитываться о том, сколько удалось сохранить жизни, сколько удалось сохранить материально-технического, как сказать, материально-технических средств и так далее. Потому что здесь именно, если мы будем решать проблему на том уровне, на котором она создавалась, ничего не выйдет. Поэтому, конечно, нам сегодня нужно принять кардинальные меры, и в том числе по застройке поймы рек. Нельзя строить в пойме рек, это очевидный факт. И вот как сейчас сказал предыдущий спикер Сергей Пономарев, он это видел воочию, и мы это знаем из практических мероприятий. Мы зачастую видим о том, что акиматы все-таки позволяют при купле-продаже выбирать такие участки. Нельзя строить в пойме рек. То есть уровень высоких вод нужно учитывать. Да, ну, Сергей Михайлович, мы в конце прошлого года делали с вами передачу, мы обсуждали, как мало воды. Сегодня делаем передачу, обсуждаем, как много воды. Да. Ну, нужно, конечно, безусловно определить, чтобы сделать выводы, кто виноват. Очень важный вами поинт затронут про застройку поймы рек. Вот я знаю, в Павлодаре Иртыш, он разливается. И вот если его обычное русло, а когда вот сейчас половодье, вы посмотрите, там он на сотни метров туда вытекает, от города в противоположную. Именно поэтому с другой стороны реки никогда не строился город. А тут строится. Вообще, как определить вот в бедствии, которое сейчас происходит, какова доля человеческой вины, которую можно исправить, а где просто слепая стихия, с которой ничего не поделаешь? Вы знаете, когда не было 30 лет паводков, человек думает, что вода никогда не придет. Я разговаривал с хозяином, у него уже ребенок погиб. Я говорю, почему вы же ребенка не спасли? Он же крошечный, маленький, там, новорожденный. Он стоял в загоне, мать сосал, и вода поднялась так, что она его захлестнула. Кобыла выжила, а жеребенок нет. Я его снял прям так, знаете, жалко. И он говорит, а кого мне было спасать, жеребенка или собственных ребят?
детей, потому что так быстро поднималась вода. И он живет, поставил свой дом в непосредственной близости от воды. Понятно, что она там струилась годами, и там высокий достаточно Яркоса, гор, но тем не менее вода поднялась мгновенно, его и десятки других домов просто затопило. Причем затопило так, что стены уже разваливаются. И более того, мы ходили по этой грязи несусветной. Вы знаете, кому там хорошо? Там куры живы, там гуси хорошо себя чувствовали, а вот барашки там погибли. И те маленькие животные, которые не смогли. Собаки, кстати, тоже забрались куда-то на сено и тоже выжили. И на следующий день после того, как мы оттуда уехали, мне снова опять передают видео, что опять по этой же речке, по этому же повороте пошла большая вода, опять льдина, опять затор, и опять его подтопило. Представляете? То есть, вот это такое явление страшное. И с одной стороны, человеческое разгильдяйство безграничное, когда мы абсолютно не думаем, что мы делаем. Люди отводили воду к себе десятилетиями, люди там берегли каждый ручеек, каждое озеро, делали каналы. А теперь эти каналы наполнились, переполнились и затопили этих самых людей. Можете себе представить? Вот то же самое бесконтрольное жилье прямо возле рек. Но и, конечно, что очень плохо, мы 30 лет делали дороги, и в низинах мы не укладывали трубы под дорогами, для того, чтобы вода уходила. Если мы это делали, то очень маленького диаметра. Вот Анкаты, аул, там люди себя просто взяли и отрезали, остались на островке, потому что старики их привели и сказали: вот здесь вот возьмите дорогу, перережьте, и тогда вода уйдет. Она пол-аула затопила. Я лично на лодке, знаете, как ужасно заплывать в дом, в квартиру, плавать по сараям, по двору, когда вокруг погибший скот. И бабушка стоит: я не уйду отсюда, я не брошу свой дом, это мой дом. Но вот без слез, без истерики, спокойно очень говорят вот такие вот они на Западе сельские жители. Прямо какие-то такие вот стоики, удивительно. Конечно, им нужна помощь, но нужны стратегические меры. Мы, если честно, просто этот регион упустили. Хотя он подтапливался. Но вот сейчас представьте себе, взять... Вы про ЗКО говорите? Я говорю ЗКО, да. Вылить вот пол ведра воды вот на это стекло. Вот сейчас точно такая же степь. Она, конечно, побежит, не впитываясь никуда. Вот примерно такая ситуация сейчас в ЗКО. Мы ехали десятки километров по трассе, и она переливалась. И вот мешки лежат, но нельзя же выложить всю трассу мешками, верно? Это, нет никаких возможностей. Или взорвать там реку на 200 километров. То есть, с одной стороны, это вот стихия, а с другой стороны, естественно, бесконтрольное совершенно развитие событий без вмешательства человека. Ведь раньше действительно с зимы готовили водохранилища, смотрели, в каком состоянии плотины. Сейчас вот в прошлом году появилось у нас Министерство водных ресурсов, и они провели инвентаризацию только водохранилищ, и выяснили, что у нас 450 аварийных плотин, так называемых, гидросооружений, и 230 требуют немедленного ремонта, а 8 вообще бесхозных. Вот, и я сделал депутатский запрос, буквально неделю назад озвучил перед паводками, и тут же пришлось ехать. И вот прямо как в воду глядел, вот точно говорят, обжегся на молоке, дуешь на воду. Марина Вальевна, все-таки мы сейчас должны разобрать, если вы сигнализировали о приближении температуры, эта информация рассылается местным органам власти, там у нас несколько областей, 5 или 6 областей сейчас в этой зоне находятся, и как они реагировали, достаточно ли оперативно, отзывчиво? На сегодняшний день у нас по-прежнему в особой зоне риска так и остаются. Это Западно-Казахстанская, Актюбинская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области. При любой угрозе ожидающихся опасных или стихийных гидрометеорологических явлений Казгидромет незамедлительно составляет штормовые предупреждения и рассылает их по утвержденной схеме, ежегодно утверждается схема. Естественно, там у нас все входят туда министерства, акиматы, в общем, все государственные органы.
Ну, здесь я вам, наверное, не могу так сильно ответить ну, они компетентно. информацию получили, самое главное, да? Да, Ну, всё. мы получаем и обязательно согласовываем, что эта информация до них доведена. Всё. Хозяева регионов знали. Давайте посмотрим инфографику номер 1 сейчас, чтобы посмотреть, что же все-таки делается государственными органами сейчас. Откачано более 4,5 миллионов кубометров талой воды, за сутки свыше 40 тысяч кубов. Произведена укладка более 370 тысяч мешкотар и 728 тысяч инертного материала. Спасены, эвакуированы свыше 13 тысяч человек, из них 5 тысяч дети. Удалось отвести воду из более чем 300 частных жилых домов. Остаются подтопленными еще 1257 частных жилых домов и 400 дворовых территорий. Но я бы хотел сейчас у Айжан тогда еще раз спросить. Айжан, ну вот видите, сейчас же вопрос рефлексии, да, после того, как все закончится, нужно делать выводы. Я повторю тот же вопрос, который я задавал Сергею Михайловичу, он заключается в следующем. Есть то, в чем конкретно виноваты конкретные чиновники в центре и на местах, и есть в чем виновата беспечность местных жителей на местах. Притом не хотелось бы их как-то клеймить, хочется им подсказать, каким образом перестроить свою жизнь. И есть третья стихия, в которой никто не виноват. Как вот это нам разделить и как дальше построить стратегию? Я думаю, конечно, после такой масштабной катастрофической ситуации будут сделаны выводы, они должны быть сделаны, без этого никак нельзя. Обязательно привести в соответствие, сделав выводы, мы должны сосредоточиться дальше на возможности более доступных прогнозов для фермеров, для жителей, вообще доступных информационно, чтобы они были в открытом пространстве и чтобы они были понятны, потому что большинство прогнозов дается в сокращенном виде, понятно не только экспертам, и зачастую ни управленцы местных исполнительных органов, ни простые жители и фермеры не могут прочитать и понять эти прогнозы. Кроме того, хотелось бы обратить особое внимание на отсутствие профильной науки. То есть, конечно, мы понимаем, что очень здорово, что в сентябре этого года по поручению президента было воссоздано Министерство водных ресурсов и ирригации, но я думаю, что сейчас особое внимание нужно будет уделить вопросам профильной науки. Экология, вопросы водных ресурсов, вопросы адаптации климата — это очень наукоемкая отрасль, и без этого никак она не может существовать. Мы не можем от раза к разу использовать какие-то данные. Да, Казгидромет достаточно регулярно и четко дает определенные прогнозы. Это единственный имеющий монополию национальный информационный ресурс, который должен давать прогнозы, это уполномоченный орган. Но кроме этого, не исключено, что мы должны развивать и научные центры при Министерстве водных ресурсов, при том же Казгидромете, которые нам будут давать более расширенную, более четкую и ясную информацию. Айжан, я прошу прощения за дилетантский вопрос, но у нас ведь две беды с водой. Это паводки и засуха. Каким-то образом построить такую систему, вот эти каналы с бетонным дном, и эту воду талую с севера перенаправлять на юг, которому угрожает засуха. Каким-то образом это можно построить стратегически, или это бессмысленные инвестиции, на ваш взгляд? Конечно, это возможно. Кроме того, надо, конечно, создавать такую систему накопления снега, накопления водных ресурсов. И вот я прошу даже не путать, очень много вот в эти дни мы видим информации о том, что было выделено много средств на сбор снега, но есть ведь разные условия, то есть есть сбор снега в городах, в городских условиях, а есть и в природных условиях. Поэтому зачастую, когда вот говорят о расходовании средств, которые были проведены в прошлое, в текущее и в прошлое время, это в основном в городских условиях. Сейчас нужно налаживать, конечно, накопительные системы, потому что не исключено, что летом мы столкнемся с засухой. Это вполне возможно. Поэтому, наверное, о засухе нужно уже сейчас позаботиться и подумать об этом. И уже предупредить местные исполнительные органы, составить такие прогнозы, такие превентивные меры, которые могли бы быть заранее
в качестве предупредительных мероприятий проведены. Не, ну, Это две полярные проблемы: засуха и наводнение. В Казахстане это так. Мы имеем дело с резко континентальным климатом, и это надо учитывать. Сергей Михайлович, вот по поводу общего менеджмента государственного. Президент выписал строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, сейчас разгрузил его, введя Каната Бозумбаева в число вице-премьеров, выговор министру водному и предупреждение акимам областей. Сделают ли они выводы и, как вы считаете, последуют ли какие-то перестановки? Какова вина здесь, политическая вина руководителей внизу, руководителей регионов? Ну, я считаю, что это наказание абсолютно правильно. Я считаю, что средства, суммы, которые выделялись, все равно расходовались нерационально, не было должного контроля. В нескольких местах я видел, как мосты сносились, причем они сносились чуть ли не ежегодно. Это о чем говорит? Степная речушка сносит мост. Значит, мост так построен, значит, он построен в таком месте, значит, он не соответствует требованиям. Или, допустим, трубы заложены, вот 50 лет лежат старые трубы, советские, они на месте, а рядом новые, там, заложенные 5-6 лет назад, присыпанные просто дерном, землей, сверху щебенкой. Вот их, конечно, сносят. Вот это вот наша современная безалаберность, либо хапужничество, либо коррупция. Это есть, и это есть повсеместно, к сожалению. Вы знаете, я вот что хотел сказать? Я хотел сказать, что мы несколько сот пролетели километров по степи, и мы не видели ни одного сайгака, Айжан. Представляете, меня поразило это, ведь в Западном Казахстане самое большое поголовье сайгаков. Хотя мы летели на высоте 300 метров на бреющем полете, 200 километров в час скорость. Кстати, вертолет был республиканской гвардии, то есть вся республика помогает. Из Мангистау прибыли солдаты МЧС, из Алма-Атинского гарнизона, там, где нет паводков. То есть в этом смысле мы ощущали помощь всей страны, региону, который страдает. Так вот, животных мы не видели. Это о чем говорит? Что у них есть механизм защиты. Они ушли заблаговременно, а у людей нет такого механизма. То есть мы смотрим, видим разумом, да, мы не можем предвидеть вещи, которые чувствуют животные. Но у нас же есть анализ, у нас же есть космические снимки, у нас есть прогнозы, у нас есть предупреждения, у нас есть современная техника. То есть у нас есть все возможности для того, чтобы противостоять стихии. И я считаю, мы не используем на все 100% эти возможности, именно поэтому, конечно, президент прав. У нас 1 минута осталась. Марина Ивановна, коротко, сколько еще продлятся паводки и когда уже придет засуха? Вот буквально уже на этой неделе, то, что касается вот северо-западных регионов и Востока, мы ожидаем значительное повышение температуры воздуха. Ночные температуры уже будут тоже иметь положительный фон, до 0,5 тепла повысится температура. Вот. И пойдет дневные... испарение, то есть? То есть растает тот снег, который еще остался. Буквально сегодня тоже была выпущена карта снежного покрова. Это как раз вот эти регионы, которые я перечислила, там еще сохраняется снежный покров. Вот. И повышение температуры дневной мы ждем до 12-20 градусов. Я думаю, что снег растает. И уже до середины апреля, наверное, мы уже паводки пройдут. Спасибо, уважаемые зрители. Мы продолжим держать эту тему. Безусловно, сочувствуем всем потерявшим. И, безусловно, надеемся, что вся эта ситуация разрешится как можно скорее. А эфир канала «Жибек-Жылы» продолжит информационная служба нашего телеканала. Я передаю им слово. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Газиз.